отправят. Кингер, кстати, теперь может Thunderstrike еще один положить по Йоку. Неужели добьет все-таки? Его еще один удар по спине. Не хватит, много совсем, но не хватает или хватает? Да ладно, вот это First Blood, вот это вот стальные Кингер. Ну, вообще, он очень круто с этим тапком понял, что догоняет Слардера 100%. В итоге они, Рамзес, медведь Рамзеса, просто хороводы водили вокруг елок в течение, секунд 40, без дэмэджа, в принципе. А потом, когда вышли из леса, там уже Дизраптор напомнил, кто здесь единственный, кто пока делает фраги. С кем лучше не шутить? Смотри, сейчас Фир умрет здесь. Да, но Фир умирает от Феникса. Еще один соло-килл. То есть вообще непонятно, что происходит, почему сыпется вот так вот Virtus.pro. Если на первой карте Империя совсем сильно разбила и вроде как было более-менее понятно, конечно, ну вот есть уязвимости у героев, типа там Шторм Спирит, Эмбер Спирит. И, кстати, тут могут быть проблемки серьезные у ФНГ, отличная фиссурка, и ФНГ здесь умрет. При этом такой замечательный стан выдал. Не, ну честно, было пофиг, в кого даст этот стан, по одной простой причине. Если бы он дал стан Шейкера, его бы сжег Феникс, наверное, стан Феникса, как бы убивает его Шейкер. Все очень понятно. У Afterlife, вот мы видим сейчас, нет телепорта, возможно, ему стоило как раз уйти в направлении магазина, попытаться сделать тапаут, но этот тапок, конечно, божит. Кстати, в колдснэп штука опасная, тем более инвокеры сейчас. Квапаш прыгнула! Куда ж ты прыгнула, Квопушка? Нет, прыгнула она убивать инвокер, в ответку тут Фейри Файр, и мы видим, тут еще буквально пару тысяч дать полгода, но год уходит. Как же чуточку не хватило здесь команде Empire на то, чтобы сделать этот минус. Год прыгнул просто в пекло, прямиком в ад. Да, я думал, это Suicide Gaming, а потом уже не заходит Сларда в инвизе. Кстати, на Кингера, да, и это будет минус, потому что телепорта у Кингера нет, и маны не хватает на ТПшечку, да, он тут умрет. Вот мы видим, Virtus.pro реабилитировались, правда, еще пришлось года сюда стянуть, наверное, не самый приятный момент. Можно так вот пользоваться и спокойненько, и, кстати, не знаю, у нас тут сейчас на Кингера набрасывается Йоку, а здесь, кстати, захил от Феникса, и вот сейчас уже Йоку будет сам немножечко страдать, тут заходит медведь, да, будет еще пару ударов, и Йоку погибнет, да, никакой регенерации здесь не хватит. Армлет, конечно, доиграл, но слишком рано для Армлета здесь еще. И Сларк еще убивает Шейкера. Шейкер пал под натиском Сларка. Так вот, я говорю про то, что Квапа не тот герой, вы не можете ее так просто, не то что еще по деньгам немножечко Virtus.pro все-таки выходит вперед, да, кидает торнадо, пошел прожог, и вот так ее убивать можно. Вообще очень крутое исполнение, что троллить. Здесь нереально тип Шторм, просто смотри, сейчас идет Шейкер, такой торгует физиономией, ну ладно, именно так вот. Шадуэнс, кстати, Сларк прожал заранее, в итоге тип Шторм не совсем удачный, но Алоху здесь все равно цепляют, и подходит еще и медведь, еще буквально один удар нужно сделать, ну да, Феникс с мышкой должны будут его добивать. Так, и есть. Алох, конечно, регенился очень сильно, но этого, естественно, недостаточно. 6-5 выходит имперцы вперед. И ответная вылазка на инвокера. В этот раз скандал успевает использовать торнадо, но уже залетел Дум. И, естественно, скандал здесь убит. Тиммейтов рядом нет, поэтому задунать никто не сможет. Кингер только прилетел. Да, год собирается увеличивать свой темп, как мы видим. У нас возвращает назад ФНГ, ФНГ стоит в Кинетифилде. В принципе, от Тавра ему очень больно, но продолжение будет ли. Пошла фиссура от Afterlife, и таким образом забирают саппорта команды Virtus.pro. Размен не самый удачный. Был смешный игровой эпизод, и очень забавно было наблюдать вообще за Венезуэлой, как она подстояла. Кстати, сейчас можно будет пытаться убивать здесь Слардер попадает под ЕМПху, под колдснэпом, Йоку сгорает от Феникса. Так вот, 8-й, и он стоп двигается у нас по лайну. Отправился вниз, сейчас уже будет второй фраг, делается колдснэп плюс Анрей, работает просто великолепно, как часы. Постоянный периодический дэмэдж и постоянные тикания от... Ох, Йоку упертый, конечно, но надо уходить по-хорошему отсюда, потому что просто развалит его. Ну, кстати, да, я не согласен. Почему он так вот дерзко действует? Йоку, ты зачем? Вы давайте, ребят, по очереди. Ну, раз нападение на нижней линии ставится яйцо Феникса, Сларк с ним дерется, может даже успеет поломать. Да, успевает он это сделать, теряет Слардера, в свою очередь Файр. Как больно тут бьет все-таки Алоха. Отличных два минуса. Продавать. Вот, кстати, Шейкера сейчас продали, но это не совсем то, о чем я говорил. Возвращается тут Йоку. Отличнейшим образом кричит, но ловит сама в ответочку статик Шторма и его съедает. Правда, хотел сказать, Сларк, наверное, пойдет подраться, но Сларк ведь и без Шадоублейда был в том момент, он был в кулдауне, и Шадоудэнс тоже закончился. Хотя вот сейчас на разворотике, нет, против Медведа уже не так легко, вернее, драться. Цепить, Даркпак как раз таки удачно был прожат, Сларк
очень уверенно себя чувствует. Ну и опять разменивает Йоку. Хардлейнеры, конечно, как с одной стороны, так и с другой, просто корм для соперника. Квапа прыгает за Кингером. Будет ли кричать? Попробуй покричи здесь. Здесь стоит солнце, здесь еще и жжет радианс очень сильно. Года развалили. Венчифул успеет на луж ХП. Лишь дальше отвести, да, все наконец-то до контроля недолго. Тут, правда, приходит Снарк, Рамзес пытается выживать, сгорает все-таки Бум. И захиливает здесь Рамзеса, но Снарк его таки докушал. И самого Снарка Феникс едва не убила, вообще никак не окупается. Денег он с этого не имеет, он только в минус уходит. И сейчас, по сути, денег имеет едва ли не больше, чем там тот же Мипошка. У нас тут смог, сразу смог слетает с Рамзеса на охоте, должен быть целый Динор, да. И есть у нас фиссурка, у Шейкера, кстати, Хаслема нет, не будем это забывать. А вот Клопа очень быстро удаляет медведя в этой драке. Хороший статик шторм, туда бы сейчас Феникса полыхающего было вообще, Вермич, скандал и ключником идет драться, Феникс ставит яйцо, но слишком далеко, и яйцо здесь тоже может... Вот какая фиссура! Как они играют! Да, правда, Хаслема нет, но этот Санрей прикончил Снарка еще. Для Феникса в первую очередь важно, а во-вторых, Шейкер, я кучу раз повторял, он очень сильно зависит от темпа. Если у него левел сильно меньше, он меньше урона намного вносит, но вот сейчас начинается очередная драка. Шейкер, когда тут люди кучканутся, они кучкуются, и вот еще два фрага дополнительных на счету у Empire, но драка не закончена. Здесь летает Снарк поднимает у нас скандал, вновь Алоха оказывается оглушен, еще и фиссура по нему туда залетает, но, конечно, поймать Снарка не так-то и легко. Afterlife бежит в соло драться против Снарка, но это уже, наверное, будет ошибка. Ну, Колдстайн поймал здесь Дум, скорее всего, отъедет. Ну, а Лоха Дэнс пытается пилить Afterlife, а фиссура через секунду будет. Да, ну, Afterlife понимал, фиссура давать смысла, когда есть Dark Pact, вообще никакого нет. Тут Снарк продолжать будет сейчас гоняться, но у него тоже детекшена не имеется. У Феникса, правда, Икаруса нет, и да, Мипошка здесь встрял. Ну и получается такая вот битва Тиштором. Да, и не выйти, и в торнадо вступить. То есть тут много-много во что можно вступать. У нас нападение сейчас на Йоку по-прежнему без блинка. Это, наверное, чуть ли не первый Слардер, который... Да, здесь по сторонам, но вот и Шейкер, а вот и нет Шейкера. Ну, что-то непонятное происходит, как бы все затрачено, в итоге. И как встряет год сейчас, у него нет блокинг-бара, его Йокер в соло уничтожит. И от Сларка он тоже убежит. А тут еще и Дума в итоге убили. При этом никого имперцы сами не потеряли. И Года здесь тоже, скорее всего, убьют, да. Забавная ситуация с Рамзесом вышла. Почему? Потому что Орхид кинули на медведя, на папу медведя, а его питомец, он не был улучшением, под сайленсом, еще под чем-то. И просто мишкой нажался в Эджуэра. Они находились рядом друг с другом. Он уже взрослый, он научился всему уже. Да, история. Он тоже может кричать. Честно говоря, забавный, очень забавный скол. Он всегда находит у нас Рамзеса, будет соло пытаться развалить. Йоку пришел на хелпу, моментально торнадо. Йоку поднимает, это статик шторм, приземляется команда Virtus Pro. Йоку просто подальше отсюда отойти, забрали все-таки Рамзеса. Года пилит скандал, добивают его. Кингер забирает этот фраг. Ну и Феникс сам, но очень далеко. Очень тяжело драться с этим Сларком, прям невероятно тяжело, он руками пока что убивает всех, и как-то придется с ним разбираться в ближайшем уже будущем, потому что будущее может быть очень плохим для Team Empire. Конечно, остальных они убивают вроде бы и без проблем. Феникс улетает на Икарусе, ловит сам поймать еще один сан ответ, Мипошку тоже не заберут. 650 только что вылетело от Сларка. Это вот про минус арморы, если за... Но здесь Afterlife есть. Надо давать фиссуру, но здесь БКБшка есть у Сларка, и никакого тут фиссура не будет, даже Savage Lord не сработал, там же на последний удар оставалась Алоха Дэнсу. Шейкер может, кстати, сам подстрять, ну и надо ли было? Ну, слушай, пока туда какая-то непонятная драка, правда, вот Сларка могут в свете этого все-таки статик шторма и подбрить, а Лоха пока что не видим, пытается драться с чем, если все стоит, наверное, взорваться. Да, оно успевает заработать! Мелфира глушен, Мелфира убивать должен инвокер, да развернись, да, одну тычечку, пусть он догорает, нет, разворачивается инвокер, пытается убить Йоку, тут же возвращается Сларк, и Сларк вырезает всех своим клинком. Просто Сларк выигрывает в доту. Да, и Алоха Дэнс казалось сейчас критически. От курьера бывает, вообще никак не контролировали этого курьера. И просто зашел.
Кстати, год начинает бить инвокера, и инвокер БКБ включает уже на лоу хп, и год не отпускает его. В итоге Sonic Wave очень удачный был для команды Virtus.pro, все разбегаться. Если Сларк справляется с Фениксаном очень просто, то даже год в пачке с ФНГ вряд ли может таким похвастаться, но ФНГ, скорее всего, будет умирать от мипушки. Едят, а сзади тоже люди, убили уже Дизраптора, убили Шейкера, и мипушку здесь тоже убьют. Какой же фид от имперцев, как их поймали на этих позициях, это просто не поддается никакому объяснению. С этим курьером вначале пошли что-то разбираться с этой вингой, куда-то полезли, в итоге обошли со всех возможных. Посмотрим на все это. Шейкер сделал свое дело и старается уйти отсюда. Лохаденс возвращает назад. Просто нечем добивать. Или его не фокусят команда Empire, либо же, когда его фокусят, это уже становится просто бесполезно. Фокусура вроде бы неплохая, достаточно шторм остается буквально считанные секунды. Забрали здесь Ноуфира и Смедить. Это все отдачи в незапланированное время, в незапланированном месте. Казалось, они полностью контролируют, где и когда им драться, а по итогу мы видим такой провал. Ну и что, Алоха Дэнс начинает сжигать просто по 2 за раз. Это уже Beyond Godlike стрик для Алоха Дэнса. Сейчас он еще и скандала. Скорее всего, здесь выпилит Блаз, дается по Сларку, но Сларку ни холодно, ни жарко от этого вопроса. И скандал на финалочку дает Айсвол, просто чтобы не убили его лишний раз, чтобы стату не портили. Да, действительно, Good Game Will Play, Virtus.pro молодцы. Вот не были сломлены морально, хотя мне казалось, Йоку в один момент Рейдж клинит, когда уже в 11 раз убивали. Давай вытащили по фрагам-то, а? Да, плюс один фраг, нормально. In the past couple minutes, still Newbie Young are getting a heavy net worth. However, FYMF going to jump in too late. He's going to get the surge out though. There's no last one here from the Backrider. He's going to jump with SC. BKB now pops Sonic Wave onto 2 with the vacuum wall onto 4. That's going to kill off the Vengeful Spirit. SC, he's going to blink.